Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Поддержка инициативы от главы государства. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год в стране годом педагога. Основные виды помощи по линии министерств региона. В Якутии состоялось заседание правительства под руководством Андрея Тарасенко. Культурная часть Восточного экономического форума. Во Владивостоке пройдут дни якутского кино. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год в стране годом педагога. Он поддержал инициативу одной из участниц встречи главы государства с представителями педагогической общественности по видеоконференц-связи. Президент добавил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. Также власти России планируют усовершенствовать систему оплаты труда педагогов, учитывая при этом бюджетные возможности. Президент РФ отметил, что в этом вопросе необходимо работать системно, реализовывать стоящие вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования. Помимо этого, считает Владимир Путин, важно поддерживать молодых специалистов. Он напомнил, что некоторые меры для этого уже приняты. Например, студенты старших курсов могут заниматься педагогической деятельностью, работая в школе. На железнодорожную станцию Нижний Бестях прибыли 4 единицы армейской техники. Это 2 путеукладчика БАТ и 3 ИРМ. Техника направится в Чурапчинский район для тушения лесных пожаров. 4 дополнительные единицы военной техники прибыли в республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом стало известно на вечернем заседании у первого вице-премьера Дмитрия Садовникова. Сообщается, что вместе с техникой по железной дороге приехали 8 военнослужащих. Сейчас на станции в Нижнем Бестяхе идет разгрузка техники и запчастей. В 2021 году в Нюрбинском районе зарегистрировано 93 лесных пожара. Всего ликвидирован 51 пожар, 42 приостановлены решением правительственной комиссии чрезвычайных ситуаций республики. По данным Рослесхоза, площадь пожаров составляет 776 648 гектаров. На тушение лесных пожаров за весь период было задействовано около 2000 человек и 200 единиц техники, включая примерно 1500 человек, привлеченных из местного населения. Также на тушение привлекались силы и средства Федерального резерва авиалесоохраны. Это Приморская база авиационной наземной охраны и защиты лесов в количестве 120 человек, а также работники лесоохраны из различных районов. Для защиты населенных пунктов и тушения пожара активно применялись авиация МЧС России, Минобороны, самолеты «Амфибия Б-200», Ил-76, вертолеты Ми-8 с водосливной установкой. Хотелось бы поблагодарить за поддержку и помощь местных предпринимателей, которые предоставляли нам услуги техники, помогали продуктами, также осуществляли паромные переправы. В настоящее время лесных пожаров на территории района не существует, но проводится силами местных администраций окарауливание мест пожара, чтобы не возникали новых очагов. На утро 26 августа в республике действует 55 лесных пожаров. Работа по тушению пожаров продолжается на территории 7 районов. Наиболее сложная лесопожарная обстановка сегодня сохраняется в Усть-Майском районе. Здесь действуют 6 природных пожаров, за сутки их площадь не изменилась. Благодаря небольшим выпущенным осадкам активная деятельность очагов была приостановлена. Один природный пожар действует на территории Мирнинского района. Между тем, в Горном районе за сутки был ликвидирован последний пожар. В Намском отменили действующий режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Айсен Николаев дал поручение всем профильным специалистам в эти дни активно провести работу по локализации, а также ликвидации действующих очагов, чтобы побыстрее вернуться к нормальной жизни. Потушение лесных пожаров продолжается в 7 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усть-Майский, Чурапчинский. Сегодня в 8 утра ликвидирован один большой пожар, который действовал на территории 3 районов. Это Кобяйском, Намском и Горном. И сегодня
скажем, этот пожар ликвидирован на территории более 206 тысяч гектар. Сегодня состоялось заседание правительства в режиме видеоконференц-связи под руководством премьера региона Андрея Тарасенко. Премьер отметил, что правительство республики сегодня ведет активную работу по разработке мер поддержки жителям села Бяскёль. Так, в кратчайшие сроки регион оказал единовременную материальную помощь на приобретение товаров первой необходимости. Выплату получили все 190 человек, пострадавших от пожара. Более того, Минтруд ведет работу по выплате адресной материальной помощи малоимущим семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, определены основные направления по оказанию помощи по линии Минздрава. Это реабилитация, а также санаторно-курортное лечение граждан. Помощь пострадавшим будет оказана и по линии Минсельхоза, а также Минстроя Якутии. Так, в Минимущество совместно с Госкомобеспечением и районными структурами предоставили окончательный перечень недвижимого имущества, пострадавшего в результате пожара. Готовится строительство домов, проведена расчистка территории и отсыпка, а также вертикальная планировка. Наказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой имущества были по многим линиям. Минсельхозом составлен перечень получателей единовременной выплаты жителей села, у которых от пожара пострадали сельскохозяйственные объекты. К примеру, животноводческие комплексы мощностью 10 и более голов предусмотрено 450 тысяч рублей на одно скотоместо. В ближайшее время правовой акт будет уже утвержден. Дополнительно к этому предусмотрена единовременная выплата в связи с утратой помещений для содержания скота. Также помощь будет оказана при утрате специализированной техники. На 26 августа в республике выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, 83 случая зафиксировано в Якутске, 10 в Мирнинском и 6 в Сунтарском районе, по 5 случаев в Верхневилюйском и Чурапчинском районах, в Вилюйском и Хангаласском по 4 заболевших, по 3 случая в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Момском и Намском районах. В 6 районах республики по 2 случая, по 1 случаю в Ленском, Усть-Алданском и Эвено-Батантайском районах. Якутские врачи-инфекционисты прошли обучение в Московской больнице имени Зои Башляевой. Это самый крупный и старейший медицинский центр не только в России, но и в Европе. Поездка состоялась в рамках подготовки врачей к осеннему сезону. Так, специалисты отмечают, осенью ожидается большой прирост заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. По статистике, чаще всего причиной заражения ковидом у детей являются внутрисемейные контакты. На сегодняшний день самой эффективной профилактикой коронавирусной инфекции у несовершеннолетних является вакцинация среди взрослого населения. Последний месяц отмечается все-таки более тяжелое течение новой коронавирусной инфекции у детей. То есть если раньше это были больше как ОРВИ, то сейчас большинство это все-таки дети с пневмонией, плюс пневмонии пошли довольно тяжелые в плане поражения легких. Ежегодно у нас осенью начинается эпидсезон. Кроме новой коронавирусной инфекции, мы также ожидаем подъема обычных вирусных заболеваний. По состоянию на 26 августа на участке федеральной автодороги Р-504 Колыма-Якутск-Магадан между поселком Теплый Ключ и селом Кюбеме закрыто движение для всех видов автотранспорта. В связи с проливными дождями местами произошел сход оползней на проезжую часть, а также с поднятием уровня воды реки Восточная Хандыга зафиксированы локальные размывы и подтопления проезжей части. Проливные дожди в Тампонском районе продолжаются в настоящее время. На участке с двух сторон организовано перекрытие автодороги с круглосуточным дежурством дорожных служб и сотрудников ГИБДД. Для ликвидации последствий перерыва в движении задействовано 13 единиц спецтехники, а также для помощи направлены дополнительные единицы спецтехники. Управление федеральной автомобильной дороги Вилюй призывает автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению до полного открытия движения автотранспорта.
Тепличный комплекс «Саюри» начал перепосадку урожая, чтобы получить свежие овощи к началу зимы. Сейчас здесь ведутся не только подготовительные работы, но и уход за новыми саженцами. Так, по словам аграриев, молодые растения дадут свежий урожай как раз к первым холодам. Напомним, тепличный комплекс «Саюри» занимается поставкой свежих овощей в продуктовые магазины не только столицы региона, но и за его пределами. С каждым годом, по словам руководства комплекса, количество выпускаемой продукции увеличивается. Так, в 2019 году урожайность составляла 227 тонн в год, то в 2020 году эта цифра достигла 617 тонн. Ассортимент нашей продукции известен достаточно широко потребителям Якутии. Это прежде всего огурцы, томаты, около 10 видов зелени различной. В этом году пробовали продавать редис, баклажаны. В целом успешно. Что касается урожая, то сейчас у нас теплица в летнем периоде, то есть так называемые перепосадки идут, и теплица готовится к поставкам в зимний период, когда будет максимальный пик нашей урожайности. Поставки в северные районы, они у нас начинаются, как правило, с наступлением холодов, то есть это ноябрь, декабрь, ну и, соответственно, январь. Вот. В эти периоды мы поставляем около 5-6 тонн нашей продукции в самые северные районы нашей республики. Дни якутского кино состоятся в рамках Восточного экономического форума, который пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Все фильмы и кинопрограммы будут показаны бесплатно. Так, желающим будут показаны исторический фильм о жизни народа Саха на рубеже 16-17 веков «Тыгын-Дархан» режиссера Никиты Аржакова, комедия «Поспешившие» режиссера Романа Дорофеева и самый кассовый фильм якутского кинематографа комедия «Агент Мамба» Алексея Амбросьева-младшего. Также будут показы вышедших в этом году фильмов. Мелодрама «Потанцуй со мной» Никандра Федорова поведает историю о первой любви, а военная драма «Рядовой Черин» Дмитрия Кольцова – экранизация повести якутского писателя, участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина. Фильм якутского режиссера Татьяны Эверстовой украсит программу Центрального дома кинематографистов в Москве, посвященную Дню российского кино. Показ триллера «Замыкание» состоится уже в эту субботу. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе старшеклассницы, которая мечтает избавить свою мать от пьющего отчима. Слоган триллера гласит «Не замыкаться и быть на светлой стороне». В российский прокат картина вышла в мае этого года. По словам продюсера, фильм о замыкании является продолжением нашумевшей киноленты Эверстовой «Его дочь». Команда также планирует выход как минимум 4 частей, дополняющих друг друга. Все преимущества: реальная история, триллер, саспенс и якутское кино. Аутентичные фильмы всегда пользуются большим интересом у зрителя. Та аутентичная, та атмосфера, та специфика, вот те кадры, та уникальная природа, те глаза, те лица, которые мы видим, это все очень притягивает. Мы хотим знать истории этих людей, поэтому мы вовлекаемся. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.